두르고 바란다 거이도건 떠나루야 топсарыгар сабеская. Дед Мороз, здравствуйте, вот я уже еду от Саши, вот такая вот дорога ведет в больницу, ну а здесь такая красота. Взяли почти все, и варенье взяли, перелили богатырям, не взяли только воду, но почему не взяли? Сегодня без помощников выходят медсестры, и просто было тяжело нести, так что воду не взяли, я потом отнесу, а так все забрали, так что Саша все получит. Вот такими красками рисует наша природа. Красота. Позвонил Александр Габышев из Уссурийска к Илане, сообщил, костюм спортивный ему передали, записку Натальи Стальной и письмо богатыря передали, продуктов передали, варенье передали, все передали, тапочки тоже, но, оказывается, нужны были не тапочки, а сланцы. Но нигде Саша не сказал слово «сланцы», мы бы все поняли мгновенно. А тапочки не разрешены. Вот режим в этой больнице такой, что тапочки не разрешены. Сланцы разрешены. Ну что ж, теперь будем думать сланцы. О сланцах 38 размера. Зарядку и наушники передадим на этой неделе. Тамара Федоровна сообщила, затопление, потоки после дождей в уссурийской тайге, в этой глубинке в Приморске, были такими, она видео прислала. Снесло метров 30 дороги, вообще, вместе там с переправой с какой-то, она видео прислала. Там потоп какой-то, в общем, не смогла она поехать из-за наводнения. Но все налаживается, видимо, в среду она съездит и передаст. Вместе с вкусной рыбой, как она говорит, рыбная вкуснятина. Мы спрашивали Сашу, что еще вкусного прислать, так сказать. Он даже не знает уже, что еще вкусное прислать. Столько уже благодаря вам, так сказать, вашей поддержке, благодаря вот усилиям Натальи Стальной, Тамары Федоровны, других людей. Понимаете, там ведь и другие люди тоже передают. Мы долго говорили с Тамарой Федоровной, она рассказала, что ей, в свою очередь, медсестры там рассказали, что там тоже люди есть, которые негласно, но проявляет доброту от чистого сердца, от своей души, так сказать, что-то Саше вкусное передают. Саша сказал буквально, что решающую роль вот на суде, который отменил решение суда о его продолжении принудительного лечения в Уссурийске, решающую роль сыграли члены попечительского совета Приморского края. Огромное им душевное, сердечное спасибо, огромное. Вот понимаете, вот конкретные люди пришли на суд, занимающие общественную высокую позицию, нравственную в том числе, моральную, пришли на суд и попросили судью отменить решение. Адвокаты сделали большое дело, что подали апелляционную жалобу, но решающую роль сыграли вот эти люди, члены попечительского совета. Они и в больницу приезжали к Саше. Чувствуют, что они прониклись симпатией к Саше. И не только они. В Приморском крае и часть врачей, и часть медсестр, и медбратьев. Есть добрые люди в России, есть, их много. И они сыграют решающую роль в дальнейшем развитии России, нашей страны. Решающую сыграют. Не воинствующие, не агрессивные и не злобные.
а добрые люди сыграют решающую роль. Им огромное спасибо и тем, кто участвует, пополняет вот копилку добрую нашу. Саша сказал, что у него на телефоне закончились деньги. Мы тут же пополнили ее. По первому же сигналу пополним еще. Средства для этого есть. О зимней одежде Саша сказал, и Каилана, вернее, сказала так, что вот когда состоится примерно через месяц новое заседание суда, и если оно примет решение отправить Александра Габышева в Якутск, например, или освободить, кто знает, вот тут же будет собрана Саше зимняя одежда. Каилана даже сама хочет приехать и все привезти. Ну, там как получится, загадывать не будем. Саша передает большое спасибо за посылки, за костюм богатырю, за записки, за письма, за передачку, за продукты, за вкуснятины. Огромное всем от Саши спасибо. Благодарю и я добрых людей и России, и соседних наших стран, наших соседей, и добрых людей всей нашей планеты. Приветствую всех, кто помогает Саше Габышевой, ведь благодаря этой помощи мы с Натальей можем чаще бывать у Саши и передавать то, что он просит, не только от себя, но и от вас. Поэтому мы иногда вот отчитываемся перед вами, и многие ведь в Приморском крае помогают ему, переходят с передачами, но мы о них не знаем, из тени вышли мы только вдвоем. Вот. И благодаря вашей помощи вот мы можем там чаще бывать. И что, Виктор Алексеевич меня попросил, как приеду, там что-нибудь снять в Заречном. Но я подумала, что там можно еще снимать. Там дорогу эту разбитую уже все видели. Потом забор тоже, за которым люди томятся, мы вам показывали. Поэтому просто хочу вам сказать слова благодарности, но если только там будет небо красивое, голубое, с красивыми облаками перистыми, я обязательно сниму завтра. А сейчас рассказываю, что позавтра повезу. Вот гранатовый рич, потом компотик, вроде как натуральный. Завтра куплю еще воды. И в основном тут купила рыбных деликатесов. Вот это кита ломтиками. Вот потом солянка из морской капусты с кальмаром, и рыбки всякие вялено сушеные, вот разные, приразные, плюс орешки там, грецкий орех, миндаль и арахис кунжути. А вот еще горбушка такая есть в масле, все без косточек, вот это все в вакууме, с хорошими сроками, свеженькое все. Надеюсь, что все возьмут. Саша же так рыбку любит, хотелось бы, чтобы все взяли. Ну и сладости, вот птичье молоко купила в этот раз. Я еще его не отвозила ни разу, может быть, кто-то другой передавал, но мы об этом не знаем. Поэтому оно ведь известное, знаменитое, наше птичье молоко на натуральном агаре, у которого срок годности 2 недели, и предыдущая коровка у меня уже просрочилась, и я пью чай, прям вот не хочу пить с птичьим молоком чая, приходится. Вот это свеженькую купила вчера. Потом шоколадки, вот горький появился от приморского кондитера, и имбирь с медовыми гранулами. Плюс еще мармеладки на агаре вот такие. Надеюсь, ему хоть одна достанется в их камере, в палате из 5 человек. Плюс баранки кавалеровские. Так, тапочки резиновые не купила. Но ведь главная задача у меня была отвезти наушники и зарядную. Но я ее не выполнила неделю назад. Сначала по независящим от меня причинам, потом я ждала попутную машину, не дождалась, и завтра поеду на автобусе. Вот. И что еще?
И карту памяти же я купила за ваши деньги, же я закачала музыку вот уже неделю назад. Все сложила, у меня уже очень поздно, я собираюсь спать быстренько, завтра рано вставать. Так что всем всего хорошего. Может быть, завтра что-нибудь и дерево красивое или небо сниму. Ну вот я уже в городе. Через час у меня автобус обратно домой. К вечеру буду дома. А сейчас вот немного решила на лавочке у фонтана посидеть. В Заречном все взяли у меня, всю передачу, 2 пакета. Воды я еще докупила. Пришли медсестра с пареньком. Объяснила им, где там карта памяти лежит, чтобы, она же малюсенькая, чтобы Саша ее нашел. Сказали, все покажем ему, он музыку слушает. У вахтеров спросила, часто ли к нему кто-нибудь приезжает. Сказала вахтер, что вчера мужчина какой-то был, до этого Наталья была. Сказала, что да, посещают. Так что всем хорошего настроения. Что да будет всем свобода. Алуя, тот царь, Сабеская, дохой духом, тятири тялгия, сайдары.